Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айцен Николаев продолжает облет северных районов республики, пострадавших во время паводка. Сегодня он встретился с главой поселка Белая Гора в Абыйском районе и провел оперативное совещание в поселке Зырянка Верхнеколымского района, а также выслушал жителей Среднеколымска. Одним из тезисов совещания стала рекомендация пустить все силы и средства на аварийно-восстановительные работы, чтобы люди в этих домах смогли пережить зиму. Мы сейчас находимся в районе поселка Зырянка. К сожалению, в самом поселок отрезан полностью, и совещание проведено недалеко от поселка. Сейчас в Зырянке у нас порядка 75 подтопленных домов, из них 61 многоквартирный, остальные частные. Вода спадает, и эти улицы уже освобождаются от воды. Сейчас как раз начинается оценка реального ущерба, нанесенного жилому фонду, социальным объектам, дорогам и Зырянки, и Верхнеколымского села. Хочу сказать, что, конечно же, объем работ очень большой. Пострадало много, в первую очередь, многоквартирных домов. Поэтому на оперативном совещании принято решение сделать все, чтобы в оставшийся летний сезон дома были отремонтированы, мы могли спокойно войти в отопительный сезон. Вместе с тем, значительное количество домов многоквартирных ранее уже признано аварийными. Поэтому будет дано поручение правительству республики в 2019-2020 году сосредоточиться в том числе при реализации программы переселения людей из аварийного жилого фонда на Верхнеколымском районе, для того, чтобы аварийные дома и люди, которые были полностью расселены. Также будет сейчас производиться оценка ущерба, нанесенного частному жилому фонду, для того, чтобы люди могли уже претендовать на получение жилищных сертификатов.